Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Межправительственное соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории Абхазии обсудили в парламенте. Медиашкола для молодых и начинающих журналистов завершила свою работу в Доме Москвы в Сухуми. Проблемы новой и новейшей истории Абхазии и Кавказа – тема международной конференции, открывшейся в Абиги. Заместителю председателя службы госбезопасности Борису Лаквитава присвоено высшее воинское звание генерал-майор. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. Еще одним указом глава государства назначил Рустама Латипова заместителем председателя, начальником пограничного управления службы государственной безопасности Абхазии. Одиссею Аджинджал присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания. Артист удостоен звания за заслуги в области музыкального искусства и популяризацию абхазской эстрадной песни. Продолжаем выпуск. МИД Абхазии осуждает нападение вооруженных сил Израиля на гражданское население и гражданскую инфраструктуру столицы Сирии. Подобные действия запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. 2 октября ВВС Израиля нанесли авиаудар со стороны голландских высот по жилому зданию в районе Меззе в Дамаске. В этом районе располагаются дипломатические миссии различных государств, включая посольство Абхазии в Сирии. В результате атаки погибли 3 мирных жителя, ранены еще 3 человека. Спикер парламента Лаша Ашуба провел встречу с председателем Совета старейшин Аполлоном Думавой, членами Совета Леонтием Абгаджава и Гурамом Гумба. Также во встрече принимали участие вице-спикеры Фазлибе Авизба и Астамур Аршпа, депутаты Тимур Шергелия и Димур Гогия. Состоялось открытое обсуждение вопросов, связанных с поиском путей по преодолению разобщенности в обществе, сохранением абхазского языка, проблемами демографии и многих других актуальных тем. Участники встречи высказались о необходимости данного формата общения и условились далее проводить подобные встречи. Межправительственное соглашение об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории Абхазии обсудили в парламенте на расширенном заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. На встречу были приглашены министр экономики Кристина Узган, председатель Нацбанка Беслан Барателя. Все подробности в материале Ульяны Рожковой. Поводом для заседания парламентского комитета по вопросу межправительственного соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестпроектов на территории Абхазии стало письмо представителей банковского сообщества страны, в котором они выразили обеспокоенность в связи с одобрением правительством Абхазии этого соглашения. Чтобы обсудить документ, на заседание комитета были приглашены вице-премьер, министр экономики Кристина Узган, председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия, а также сами представители коммерческих банков республики. Наше опасение вызвано тем, что, по нашему мнению, филиал на территории Абхазии Российского банка с госучастием – это потенциальный финансовый монстр, и мы вот такой плотный, мощный плацдарм делаем для его создания. Насколько я знаю, настроение депутатов намерены очень плодотворно в этом плане поработать. Мы постараемся учесть все ваши обоснованные доводы, по крайней мере, это все обсудим. Прорабатывая межправсоглашение об осуществлении инвестпроектов российскими юрлицами, Банк Абхазии преследовал интересы банковской системы, отметил председатель Национального банка Беслан Барателия. Он подчеркнул, что в Абхазии, согласно первому документу, могли создаваться филиалы российских банков, что могло привести к дополнительной конкуренции, и могли пострадать банки республики. Поэтому в проект соглашения были внесены изменения. Общаясь со многими представителями коммерческих банков, что надо тоже отметить, рассказывая о том, что там предлагается, разрабатывая схему, мы предложили такую версию. То есть условно на временный срок, на период действия соглашения, позволить открыть филиал, но от него остается только название, потому что он, по сути, не находится
в банковском поле Абхазии. Это, по сути, точка входа денег в нашу страну. Этот условный, в кавычках назовем, филиал не имеет права иметь счета в коммерческих банках Абхазии и наоборот, не имеет права обслуживать ни юрлиц, ни физлиц, ни контрагентов и инвестора, а только имеет право открыть временный счет для инвестора на период стройки. И с момента запуска инвестпроекта, даже не дожидаясь прибыли, инвестор обязан закрыть счет в этом филиале и открыть счет в одном из коммерческих банков. Более того, мы в соответствии с этим проектом запретили этому филиалу, значит, открывать счета в наших коммерческих банках, и любые платежи для клиентов, для контрагентов этого инвестора, они будут проходить через Национальный банк на счета клиентов коммерческих банков Абхазии. По сути, деньги, которые поступают в филиал, они находятся в российском банке, потому что это филиал российский банк. Можно по-другому сказать, что они еще в Абхазию не пришли. И получается, что для нашей банковской системы деньги приходят также через Национальный банк. То есть для коммерческих банков, для их клиентов деньги приходят через Национальный банк и потом уже попадают на корсчета. И, в принципе, коммерческий банк даже и их клиенты видеть не будут, они из Москвы напрямую пришли, либо через этот филиал. То есть такая обрубленная структура, при которой нету никаких контактов, конкуренции и рисков для нашей банковской системы. По словам министра экономики Кристины Озган, на сегодняшний день любой российский банк может открыть в Абхазии дочернюю организацию и получить полноценную лицензию на осуществление банковских операций. Согласно соглашению, инвестпроекты, которые попадают под его действие, предполагают, что российские кредитные организации будут иметь право зарегистрировать филиал только с государственным участием. Функции филиала будут ограничены, и в случае нарушения условий Банк Абхазии будет иметь право закрыть этот филиал. Здесь в соглашении, в проекте соглашения предусматривается, что Банк Абхазии принимает нормативный акт о правовом положении и порядке функционирования филиала с особым режимом российской кредитной организации на территории Республики Абхазия и устанавливает ограниченный перечень банковских операций, которые филиал с особым режимом кредитной организации вправе осуществлять на территории Республики Абхазия. Депутаты парламента интересовались, почему возникла необходимость заключения данного соглашения. У нас сегодня идет обслуживание аэропорта нашего, правильно же? Так же, по-моему, происходит. Оно как происходит? Без этого соглашения нареканий никаких нет, я насколько знаю. Так же получается. Люди работают, соответственно, и суммы там немалые, я насколько понимаю. И, в принципе, наши банки, я насколько вижу, вот сегодня, они с этим справляются. Для чего нам это здесь прописывать? Почему, в принципе, возникает вопрос, да, необходимости или возможности создания филиала? Здесь соглашение не предусматривает, что это в однозначном порядке такая процедура должна быть. То есть мы даем право выбора либо работать в рамках действующего режима, либо в рамках создания филиала. В данном случае здесь не говорится о том, что мы запрещаем работать в рамках действующей системы. Это подтверждается проектом, который сейчас реализуется по аэропорту. Для чего в данном случае кредитная организация, которая может или потенциально готова финансировать проект, нужна данная схема? Объясню. Речь идет о финансировании крупных инвестиционных проектов не на территории Российской Федерации. Это один из главных вопросов. Второе. По, значит, установленным нормам и правилам привлечение заемных средств на получение кредитного портфеля в рамках реализации конкретного проекта определяется на условиях 30/70, где 30% это порог, который должен обеспечить в рамках софинансирования инвестор, и 70% это, соответственно, да, кредит. Далее, значит, получая такой портфель, кредитная организация, подчеркиваю, речь идет о кредитных организациях с государственным участием. У них есть определенные требования и условия, так как в их, значит, учредителях присутствует государство. При финансировании проектов не на территории Российской Федерации. Здесь возникают два обстоятельства. Первое – это безусловное банковское сопровождение
таких проектов на территории государства, где реализуется данный проект. Чтобы обеспечить банковское сопровождение, должны обеспечиваться следующие условия. Заключается договор банковского сопровождения, по которому банк наделяет определенными обязательствами контролировать процесс движения денег абсолютно от начала реализации проекта до ввода в эксплуатацию объекта. Эта форма вытекает, в принципе, из международной практики и включает в себя следующее. Первое – это мониторинг расчетов с использованием отдельных счетов, включенных в периметр банковского сопровождения на следующих этапах. Заказчик, исполнитель 1, исполнитель 2 и последующие исполнители. То есть вся цепочка участников процесса прослеживается банком в целях сохранения контроля за движением денежных средств. Соответственно, это дает возможность банку, который предоставил кредит, сократить риски или практически исключить нецелевого использования средств до ввода объекта в эксплуатацию. Итоги заседания подвел председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. И если возвращаясь к тому вопросу, что мы на этих инвесторах, на банковских услугах, банковская система хочет заработать денег, вы их заработаете, потому что все расчеты будут производиться вами, уважаемые коллеги. Все контрагенты это ваши клиенты, через ваши счета, через ваши банки все эти суммы будут проходить. И я думаю, что возможность заработать на комиссии, на каких-то других услугах банковских, вам будет предоставлена такая возможность. И я как понял, в этом соглашении именно в сфере банковского регулирования ничего, конкурентов вам создавать никто не собирается, ваши счета и контрагентов никто забирать не собирается. Тот филиал, который открывается, он не будет оказывать банковские услуги никому. Беслан Халваш также подчеркнул, что парламент республики открыт для обсуждения и прояснения любых вопросов. Ульяна Рожкова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 704 миллиона рублей налоговых платежей поступило в бюджет страны в сентябре текущего года. План выполнен на 111%, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. За 9 месяцев текущего года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Выполнение плана составило 114%. В сентябре этого года сумма начисления таможенных платежей составила 357 миллионов рублей. Плановый показатель за сентябрь выполнен на 102%. За 3 квартала таможенными органами республики начислено 3 миллиарда 64 миллиона рублей. План за данный период выполнен на 125%. Об этом сообщает пресс-служба ГТК. Проблемы новой и новейшей истории Абхазии и Кавказа – тема международной конференции, которая открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований. Конференция организована Абигей Абхазским госуниверситетом, посвящена столетию со дня рождения доктора исторических наук, профессора АГУ, академика Академии наук Абхазии Арвелода Куправа. Арвелод Куправа – автор свыше 180 научных работ, в том числе 25 монографий. В сферу его основных научных интересов входили проблемы аграрной истории и истории культуры Абхазской ССР, вопросы традиционной культуры абхазов, абхазской антропонимии. Куправа – соавтор первого вузовского учебника по истории Абхазии. Но достоин высшей государственной награды Абхазии ордена Ахтзапша второй степени. Научный форум будет проходить по 5 октября. В течение 3 дней абхазские и российские ученые выступят с докладами на различные темы. Также будет презентован сборник материалов по истории Абхазии советского периода. Он был наставником, он никогда не повышал свой голос. И когда в Абхазском институте проводили и в университете международные научные конференции, помню его речь, доклады настолько были глубинные. Умел приближать к себе молодых и давал советы, как надо выступать на научных конференциях и более шире надо смотреть не только внутри Абхазии, истории Абхазии, но свободное время он, конечно, проводил в архивах. Благодаря Арвелоду Ирастовичу мы имеем уникальные архивные материалы. Сидя в архивах, днем и ночью он переписывал. Где же наш государственный архив, который 22 октября
в 1992 году сожгли вместе с Абхазским институтом. Когда начал работать в Абхазском институте, завидовал, когда друзья мои, Руслан Алиева и Сасан Салакаев, ходили к нему домой, все время с ними работали, и какие были взаимоотношения. Но думаю, вот настоящие ученые, вот настоящие ученики, вот настоящая наука. Из-за прорыва трубы в селе Гумиста с полуночи 4 октября до 22 часов подача воды будет прекращена в новом районе, старом поселке, улицах Эшба и Трапш, в районах вокзала, Виема, на горной части города. В центре столицы давление воды будет низким, сообщает водоканал. Медиашкола для молодых и начинающих журналистов завершила свою работу в Доме Москвы в Сухуми. В течение 2 дней ведущие российские специалисты в области журналистики, ораторского искусства и эффективных коммуникаций проводили образовательные мастер-классы. Мероприятие было организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Секретами мастерства своей профессии поделились Гузель Камаева, журналист, ведущая телеканала «Мир», Мария Сафронова, журналист, продюсер, телеведущая, Ирина Прокопьева, психолог, автор и ведущая курса публичных выступлений в Первой академии медиа имени Плеханова и Высшей школы экономики. Всем участникам медиашколы были вручены сертификаты. Что делает журналист? Журналист рассказывает истории. История о городе, история о стране, история о людях. И сегодня мы с ребятами поговорим о том, как устроен сторителлинг, как рассказать историю так, чтобы тебя слушали. Более того, как рассказать историю такую, чтобы эта история влияла на людей. Вот сегодня мы как раз поговорим о том, что это за истории, на какие типы они делятся, какое состояние они вызывают внутри человека. Вчера я проводила мастер-класс по искусству интервью. Это тоже очень важный инструмент для журналиста. Нужно же уметь разговаривать, да, нужно уметь задавать правильно вопросы. Более того, нужно уметь задавать вопросы так, чтобы люди тебе ответили развернуто. Основная цель интервью – это получить информацию и донести ее до зрителя. Вот вчера мы с ребятами разбирали, что такое интервью, из каких частей оно состоит, как выстроить беседу с собеседником, как получить эту самую информацию. И, на мой взгляд, ребята были очень активны, было много вопросов, они были заинтересованы, и мне показалось, что они унесли хороший багаж знаний. Аудитория прекрасна, ребята отзывчивые, то есть информацию воспринимают быстро, на задания реагируют, то есть очень живо, подходят ко всему творчески, то есть сразу видно менталитет, изюминку, то, что все ребята общительные и готовы постигать новые знания. Это очень важно. На самом деле для журналистов будущих это самое главное качество – любознательность, которую проявили максимально ребята. Нам было всем очень интересно, потому что некоторых журналистов, которые нам читали мастер-класс, я знала. Особенно, когда нам читала лекцию Гузель Камаева, мне очень сильно понравился ее подход, как она с нами общалась. Она не стояла на одном месте, она общалась со всем залом, ходила по рядам, там спрашивала, какие-то вопросы задавала. Было очень интересно. Впечатления очень хорошие, хотелось бы чаще, чтобы такие тренинги проводили. Наша соотечественница, молодой режиссер Амран Ачкиби стала лауреатом конкурса короткометражного кино «Артмастер-2024», который проходил в Москве. Амран Ачкиби удостоена премии за лучшую режиссуру. Всего на конкурсе было подано 400 заявок. В финал прошли только 10 работ. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 4 октября, небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 21-26. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.